Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Сегодня в программе. В целях экономии ресурсов Джварского водохранилища с 1 августа Абхазия начала получать переток из Российской Федерации в ночное время очень были суток. рады. В первую очередь я для них старался, чтобы быть гордостью для них. Выпускники российских военных вузов, окончив учебу, прибыли домой для прохождения дальнейшей службы. Им присвоили первое офицерское звание лейтенант. Начался прием заявок на бесплатное обучение в Институте гастрономии Сибирского федерального университета. С 1 августа Абхазия начала получать переток из Российской Федерации в ночное время суток. Данная мера направлена на экономию ресурсов Джварского водохранилища с тем, чтобы минимизировать проблемы с энергообеспечением зимой. В интервью абхазскому телевидению гендиректор Черноморэнерго Тимур Джинджолия рассказал о ситуации в энергосфере. Репортаж Налыч Хинжерия. Ожидают ли Абхазию проблемы с энергоснабжением? По поручению главы государства Бадры Гунба с 1 августа республика покупает электроэнергию у России в ночное время суток, чтобы сэкономить ресурсы и обеспечить население электроэнергией зимой. Ежесуточно с 11 вечера до 7 часов утра Абхазия будет получать свет из России. Президент Бадыр Зурабович провел несколько совещаний. Коллегиально было принято такое решение. И мы вышли сегодня на этот переток. Значит, договор напрямую заключен Черноморэнерго с компанией Интеррао. Это основной поставщик за пределы России в Российской Федерации, это Интеррао. И по прямым договорам они осуществляют сегодня поставку этой электроэнергии. Общая стоимость запланированного перетока до конца этого года составляет порядка 650 миллионов рублей. Финансирование будет исключительно из средств Черноморэнерго. Переток осуществляется на коммерческой основе и будет питать основную часть Абхазии. Тем самым проблемы с энергоснабжением будут решены вплоть до конца этого года. Абхазия платит примерно 3 рубля за 1 киловатт в час. Мы начали осуществлять переток в августе и до конца года будет осуществляться для того, чтобы сохранить уровень воды на плотине Ингур-ГЭСа. Для того, чтобы зимой более или менее в таком более нормальном режиме мы смогли пройти эту зиму. Черноморэнерго ежедневно мониторит ситуацию на всех подстанциях страны. За последнюю неделю из-за жары нагрузка на электросети заметно выросла. И именно по этой причине произошла авария на линии 220 киловольта Чамчира-Ибзиб, когда часть Абхазии осталась без света. Сотрудники Черноморэнерго стараются оперативно решать такие проблемы. Поднялось потребление до 6,5 миллионов киловатт-часов в сутки. При нормальных температурах это было около 5-5,5. Значит, ровно на 1,5 миллиона сегодня потребление в республике у нас поднялось, что, естественно, также отразилось и на нагрузках в наших сетях. По поручению президента в высокогорном селе Псху начинаются восстановительные работы собственного ГЭСа. Также местные жители просили закрепить за селом штатного специалиста от Черноморэнерго для своевременного реагирования на возникающие проблемы. Уже оформлены 2 жителей, которые внесены в штатное расписание. Там, естественно, все в очень таком ветхом состоянии. Сейчас УКС готовят дефектовку, определяют объем работы по восстановлению ГЭСа. Там одна машина, генератор работает, другой разобранный, на ремонте находится. Сети тоже в очень плохом состоянии, сам водозабор в плохом состоянии, водовод надо ремонтировать. Мы со своей стороны тоже готовим по строительной части на сегодняшний день объем материалов и необходимый для начала этих работ. Планируем уже на следующей неделе начать поставку туда, поднять туда, доставить материалы и строительную бригаду, чтобы она приступила к восстановлению по строительной части. Что касается электрической части, генераторной части, то там, конечно, работы посерьезнее. Это восстановление или старого генератора, или приобретение нового. Тимур Джинджолия также прокомментировал ситуацию с передачей сетей Махадыр-ГЭС на баланс Черноморэнерго. Процесс прием-передачи начали уже, мы выезжали тоже туда, знакомились с сетями, с положением. Сети, конечно, там тоже в очень ветхом
аварийном состоянии. Вообще это было хозяйство муниципальное, городское, Гагринское. На сегодняшний день оно находится в ведении Гагры. Нам передали не саму ГЭС, нам передали сети. Сети и непосредственно абонентов, которые запитаны от этих сетей. В любом случае, они были запитаны сегодня тоже запитаны с двух подстанций. Это Холодная речка, ПС-110, Сандрепстяг. Процент собираемости платежей за электроэнергию все еще не на достаточном уровне. В прошлом году только 45% абонентов оплатили счета. Черноморэнерго продолжает активную работу по выявлению незаконных подключений к электросетям. Согласно наблюдениям, число выявляемых майнинг-фирм и отдельно функционирующих аппаратов стало меньше. Нала Чхинджерия, Камила Джопова, Абхазское телевидение. На 103% выполнен план за июль таможенными органами республики. Начислено 388,7 миллионов рублей таможенных платежей. За 7 месяцев текущего года более 2,5 миллиардов рублей, что в сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года больше на 194 миллиона рублей. План по начислению таможенных платежей за 7 месяцев выполнен на 100%. Память народного поэта Абхазии Виталия Амаршана и академика Академии наук Абхазии, кавалера ордена Ахизабша второй степени Маргариты Ладария увековечат в Сухуме. Решение принято депутатами городского собрания. На фасаде дома номер 6 по улице Имама Шамиля установят мемориальную доску Виталию Амаршану. На фасаде дома номер 37 по улице Гиви Агарба Маргарите Ладария. Есть такая профессия – родину защищать. Эта фраза, ставшая крылатой, очень хорошо описывает содержание нашего следующего репортажа. Выпускники российских военных вузов, окончив учебу, прибыли домой для прохождения дальнейшей службы. Им присвоили первое офицерское звание лейтенант. На торжественной церемонии побывала Шазина Ханагуа. В каждом сердце, полном любви к родине, желанием защищать ее, рождается искра, способная осветить путь миллионов. Анастасия Нгваб – яркое тому подтверждение. Ее история – это история силы, верности и целеустремленности. Она воплотила мечту служить своей стране, сочетая стальной характер и теплое сердце, став символом надежды и опоры для всех, кто верит в светлое будущее. Выпускница военно-космической академии имени Можайского Анастасия открыто делится своими чувствами и вдохновляет своим примером. Сначала немного отец был не понимал, как и что будет происходить, но в целом, когда мы пришли в министерство, нам все объяснили, и в дальнейшем все меня поддерживали и, наоборот, помогали, чем могли. Сложно, особенно первые годы, но в дальнейшем, когда мы прошли какой-то этап, там самый сложный, первые годы, становилось немного легче, потому что мы уже понимали, что происходит в целом, как устроена военная структура, и безумно нам помогали наши старшекурсники, и в целом все офицеры, весь личный состав академии, все хотели нам помочь, все настроены были на то, чтобы мы мягче прошли данную службу. Данил Квигвискири и Арутюн Минасян, выпускники Московского высшего общевойскового командного училища, с отличием окончили направление разведка. Их успех – результат четко поставленной цели и железной решимости. С первого дня обучения они осознавали, что представляют родину и обязаны оправдать высокое доверие. Именно эта внутренняя сила помогла преодолеть все трудности и стать достойными офицерами. Данил – первый в семье, кто выбрал военную профессию, а Арутюн вдохновляется примером своего дяди. С детства их влекло военное дело. Они воспринимают его не как работу, а как миссию, избранный путь, наполненный смыслом и честью. Мимолетно, к сожалению, хотелось бы еще дольше остаться. Имели дело мы с очень хорошими людьми, офицерами. Нас очень уважали, также и мы. И очень грустно, что так быстро прошло, но ничего, все впереди, мы можем с ними увидеться. И можем держать связь также. Больше всего, наверное, запомнилось именно время провождения с ребятами. Там же с нами учились ребята из разных стран. И очень приятно было познакомиться с ними и проводить эти все годы
обучение с ними. Также с отличием вуз окончили еще два молодых героя – Макс Тужба и Амир Транш. Две судьбы, сплетенные невидимой нитью мужества и преданности родине. Вместе они не только преодолевали все сложности Московского высшего общевойскового командного училища, но и стали настоящей опорой друг для друга. Их сила в единстве, взаимной поддержке и общем желании служить с честью и достоинством. Они – гордость своих родных и символ надежды для всей страны. Родители очень радостно восприняли, рассказали всем соседям, всем родственникам. Ездил к родственникам, очень радостно воспринимали. Звали всех своих соседей, говорили, вот родственник приехал из Москвы, закончил на красный диплом. Для них я был гордостью. Мне, если честно, когда меня хвалят, стыдно становится, это не очень приятно, но я знал, что когда закончу на красный диплом, что мама очень обрадуется, что родственники будут рады. В целом также, думаю, родители очень были рады. В первую очередь я для них старался, чтобы быть гордостью для них. Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был лучше, чем он. Надеюсь, у меня получится быть для них лучшим, так как я один. И были также люди, которые не верили, говорили, вот там у твоего сына ничего не получится, он ничего не добьется. Но приехав домой, показав свой красный диплом, окончил с отличием, эти люди посмотрели на меня, скажем так, с другой стороны, доказал то, что я достоин этого, то, что я окончил с отличием. На заседании аттестационной комиссии Министерства обороны был рассмотрен вопрос о присвоении первого офицерского воинского звания лейтенант выпускникам российских военных вузов. Министерство обороны Российской Федерации в тесном сотрудничестве с Министерством обороны Абхазии ежегодно представляет нашим гражданам возможность пройти обучение в престижных военных вузах России. Министерство обороны в соответствии с соглашением между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Республики Абхазия ежегодно имеет возможность направлять граждан Республики Абхазия для обучения в военных вузах по специальностям, необходимым для качественного комплектования частей подразделений Министерства обороны. Военнослужащие, окончившие высшие военные учебные заведения, проходят службу на различных должностях, в том числе и на руководящих. Также хочу отметить, что выпускники российских военных вузов, поступившие по линии Министерства обороны, проходят службу и в других министерствах и ведомствах, входящих в состав вооруженных сил, а также другие министерства и ведомства, где не предусмотрена военная служба. Эти молодые офицеры – живое доказательство того, что вера в свои силы, преданность долгу и искренняя любовь к Отечеству могут творить настоящие чудеса. Они – будущие защитники мира и спокойствия, хранители традиций и пример для новых поколений. Их образование и подготовка дают им уверенность в собственных силах и способность справляться с любыми вызовами. Шазина Ханагу, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Задержаны двое мужчин, которые похитили телефон у жителя поселка Цандрипш стоимостью 100 тысяч рублей. Подробности в оперативной съемке МВД. Открытое хищение чужого имущества оперативно раскрыто сотрудниками уголовного розыска Цандрипшского отдела милиции УВД по Гагарскому району. Преступление имело место в поселке Цандрипш, когда двое злоумышленников, вступив в конфликт с потерпевшим, похитили у заявителя сотовый телефон стоимостью 100 тысяч рублей, с места происшествия скрылись. Принятыми оперативными мерами были установлены и задержаны двое подозреваемых: Унанян Гамлет Артурович, 2000 года рождения, житель города Сухум, и житель села Чхуартал Ткварчалского района Эшба Бека Зурабович, 1999 года рождения. В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий в отношении задержанных последние дали признательные показания. При осмотре служебного помещения в кафе «Бочка», расположенного по улице Октябрьская, где временно проживали задержанные, сотрудники уголовного розыска изъяли похищенный телефон. Место хранения краденого добровольно указал Бека Эшба. Вышеназванным гражданам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами А, В и Г части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Расследование уголовного дела проводит Следственный отдел Гагарского РУВД. На время предварительного следствия обвиняемые содержатся под стражей.
Пляжные спасатели Сухума приняли участие в соревнованиях в Сириусе. Абхазская команда впервые была приглашена на подобные соревнования. Об этом сообщили в столичной администрации. По словам начальника ГИМС Абхазии Тенгиз Сабуа, участники достойно выступили и выполнили все задания. В соревнованиях приняли участие 19 команд из Краснодарского края и Республики Абхазия. Турнир проводится третий год подряд и приурочен к Международному дню спасателя на воде. Продолжаем выпуск. У молодых людей Абхазии появилась уникальная возможность обучиться интересной и востребованной профессии. Начался прием заявок на бесплатное обучение в Институте гастрономии Сибирского федерального университета. О важности развития различных направлений в этой сфере, воспитании квалифицированных кадров и просто о любви к профессии в материале Аэлиты Арутюнян. Абхазия – это туристическая страна, привлекающая гостей теплым солнцем, завораживающей природой и, конечно же, колоритной национальной кухней. Шеф-повар Леонид Прядихин в профессии уже около 13 лет. Готовить так, чтобы людям хотелось приходить вновь и вновь, можно только вложив в процесс свою душу, говорит молодой специалист. Именно этим качеством он поразил именитых поваров программ «Битва шефов», где получил массу новых знаний и опыт. И мне кажется, это очень важно, чтобы люди, наше местное население, гости приезжие, которые сюда приезжают отдыхать, чтобы они могли попробовать именно вкусную кухню. Желательно, конечно, чтобы она была как минимум и национальная, и вот интерпретация национальной в европейском стиле. Презентация наших блюд в другом формате. Мы экспериментируем. Шеф-повара – это не просто люди, которые придумывают что-то и вот отдают готовое блюдо. Это очень много ресурсов уходит на то, чтобы, в принципе, у тебя какая-то цепочка сложилась, чтобы ты составил то блюдо, которое будет действительно вкусно, заинтересовано и иметь смысл, а не так просто, чтобы сделать пасту и ее отдать. Шамиль Кылыч в профессии повара более 10 лет. Он тоже пробовал силы в программе «Битва шефов». Помимо незабываемых впечатлений, участие в шоу обогатило его знания и придало уверенности в себе. По мнению Шамиля, для Абхазии, как для туристической страны, очень важно поднимать уровень сервиса в гастрономии. Во-первых, я чувствовал гордость за всю страну, потому что там было сказано как раз Ринатом Агзамовым про то, что он с удовольствием примет меня в команду, как раз еще парни из Абхазии, когда на таких больших телеканалах упоминают нашу страну, это уже как бы повод порадоваться. Профессия очень важна, потому что работа шеф-повара, она напрямую связана с едой, а еда – это часть культуры, поэтому тут это неотъемлемая часть, которую нужно развивать и поднимать на высокий уровень в Абхазии. Красивая подача, неповторимый вкус, необычная форма – все это можно отнести и к кондитерским изделиям, которые очень любят гости республики. Кондитер Баталга Биля приготовил свое первое изделие в 10 лет. Знание, опыт, любовь к профессии – главная составляющая успеха в любой сфере, говорит кондитер. Особенно, если речь идет о еде. Мы будем делать все возможное, говорится, и невозможно, чтобы кондитерская отрасль в Абхазии продвигалась вперед быстро, молниеносно и уверенно. И будем нашу страну развивать не только на территории Республики Абхазия, а за ее пределами, гордо держа, кажется, наш флаг. И вот отличная новость. У молодых людей Абхазии появилась уникальная возможность обучиться интересной и востребованной профессии. В рамках квотной кампании представительство Россотрудничества в Республике Абхазия проводит отбор кандидатов, которые желают получить высшее образование в пределах квоты правительства Российской Федерации и в дальнейшем освоить профессию шеф-повара. Для участия в отборе кандидатам необходимо зарегистрироваться на сайте educationinrussia.com, заполнить анкету и прикрепить минимальный пакет документов. В дальнейшем для данных кандидатов будет проведено собеседование и вступительные испытания. Обучение проводится на базе Института гастрономии Сибирского федерального университета. Прием заявок будет проходить до 4 августа включительно. Обучение будет бесплатным. Аэлита Арутюнян, Раму Камки, Камила Джупо. Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. В выходные дни 2 и 3 августа в Абхазии ожидается переменная облачность, сохранится удушливо жаркая погода с высоким уровнем ультрафиолета. Местами дождь разной интенсивности, гроза. Температура воздуха ночью 22-27, днем 29-34 градуса. Температура морской воды 28 градусов.
На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.